труда. Содержание будет таковым: введение, история званий Героя социалистического труда, мои земляки, Герои социалистического труда и заключение. Актуальность. Тема данной исследовательской работы выбрана неспроста, в связи с тем, что 2016 год объявлен годом человека труда. В Чувашии воспитание патриотизма через жизнь и деятельность земляков нацеливает личностно-активные, конкретные нравственные проявления. В нашей школе есть музей Берегиня, и там им отведен специальный городок. Мы проводим в нашем музее Берегиня на 3 разных языках: на русском, татарском и чувашском языке. И Михаил Игнатьев сказал: каждый труженик должен знать, что его ответственный труд и талант необходимы нашей Родине. В целях формирования в обществе уважительного отношения к труду и человеку труда мы решили собрать материал о земляках Героях социалистического труда. Цель данной работы – изучение жизни и деятельности земляков, внесших значительный вклад в развитие производства края, формирование гармонично развитой высоконравственной личности на основе воспитания, уважения к истории, культуре своего края, освоения учащимся духовных и культурных ценностей своей Родины. Задача исследования – познакомиться с жизнью и деятельностью земляков Батыревского района, изучить литературу, дополнительные источники, районный архив и архив школьного музея Берегиня о героях социалистического труда и получить интервью от их родственников. История званий Героя социалистического труда. Первоначально не предусматривалось награждение Героя социалистического труда за новый трудовой подвиг, 2-й золотой медалью. В указе Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1949 года впервые была установлена возможность награждения Героев социалистического труда передовиков сельского хозяйства 2-й золотой медалью. Сел и молод. Данный указ предусматривал, что в честь заслуг дважды героев сооружались бронзовые бюсты на их родине. Однако 2-й золотой медалью отмечались и герои социалистического труда, работавшие в других областях народного хозяйства. Мои земляки, Герои социалистического труда. Я бы хотела вам рассказать о Перепелкине Илларионе Евдокимовиче. Он родился в 1895 году, умер в 1969 году. Был передовиком производства, участник Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы Перепелкину присвоено звание Героя социалистического труда. Он был передовик производства. Как наш ученик Великой Отечественной войны, да? Мен тугызис карберенцилдан, мен тугызис карбишенцил бахадей. Мен тугызис утыз этинцилдан булган бригадир. Гвардейский колхозда Батыр районында. Президиум указа влияния Верховного Совета. Герой социалистический труд для звания алган. Долгов Михаил Герасимович родился в 1904 году, умер в 1985 году. Организатор производства, Герой социалистического труда, заслуженный агроном Чувашской республики. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1969 года за успехи в сельском хозяйстве ему присвоено звание Героя социалистического труда. Никитин Василий Антонович родился 2 мая 1931 года в деревне Старая Янашева Ячевского района Чувашской республики в семье крестьянина. Он с детства любил труд, ценил и уважал его. Всю свою жизнь он посвятил родной земле. После завершения учебы в сельхозинституте 1955 года по 1968 год он работал зоотехником. Он награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, почетными грамотами Президиума Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета ЧАССР. Указом Президиума Верховного Совета от 8 апреля 1971 года присвоено звание Героя социалистического труда.
Каргин Николай Васильевич. Родился в 1932 году, умер в 2012 году. Родился 13 мая 1932 года в деревне Старая Ахтырдина Батыревского района. За достигнутые успехи в развитии животноводства, новаторский труд и высокие показатели в производстве свинины указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Каргину присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Областная партийная конференция избрала его делегатом 23-го съезда КПСС. Матрена Дмитриевна Цветкова. Родилась в селе Янтиково Чувашской республики. Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу в МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева Матрене Дмитриевне Цветковой было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот». И при открытии нашего музея Берегиня ее внук учится в нашей школе. И вот один ее внук принес нам ее медали. Он был ей очень горд. И мы узнали о ней еще больше, какими они были. И в заключение хотела бы сказать, эту работу можно использовать на внеклассных мероприятиях, на уроках, на классных часах, в целях воспитания патриотизма и повышения знаний о героях труда Батыревского района.